Уже со школьной скамьи ребята учатся конструировать и создавать роботов, которые однажды смогут упростить жизнь человеку. Сегодня, когда технический прогресс сделал шаг вперед, у школьников появилось больше возможностей, чтобы проявить себя. Одна из таких – ежегодный RoboFest. Юные умы готовятся к этому мероприятию месяцами, чтобы показать, на что они способны, и получить заслуженные призы. При этом участники фестиваля, а если быть точнее участницы, своими навыками доказывают, что робототехника – это не только мужское занятие, и девочки тоже могут любить роботов и программирование. К примеру, шестиклассница Фарида Фаргиева посвящает себя робототехнике уже 3 года. Она уверена, каждый должен заниматься тем, что нравится лично ему. Нам нужно будет разносить батарею, то есть ее нужно отвезти в пункт Б на зарядку. Потом мы отвозим электровелосипеды в пункт А, но тоже на зарядку. Потом мы развозим цветы по 3, то есть в наборе одном 3 цветка. Нужно будет отвезти в парк А и в парк Б. При этом нельзя задевать заборы, потому что минус баллы будут. И самое последнее задание – это озеленитель. То есть мы озеленяем дома. В каждый дом нужно занести по одному озеленителю. И при этом закрыть еще дверь. А около 2 лет занимается робототехникой Пятимат Салоева, которая любит собирать роботов и без проблем расскажет, как выполнить задание соревнования. Нам надо сначала запустить робота и поставить батарейку. После как он поставит батарейку, ему надо задвинуть велосипеды. После ему надо захватить цветки и отвезти в огород. И ему нельзя сдвинуть забор. Если он сдвинет забор, то нам будет 0 баллов. А если он не сдвинет забор, то у нас будет 3 балла. Приготовления окончены, далее открытие фестиваля. С пожеланием удачи и напутственным словом перед юными робототехниками выступил заместитель министра образования Ингушетии Ахмед Парагульгов. Первое – это что? Это игра, где есть элемент соревновательности. И вы при этом что? Не теряете достоинство. Когда вы не знаете, что делать, то нужно что делать? Нужно вести себя просто благородно, да? Вот, в этот момент очень важно это не забывать. Участие в RoboFest принимают ребята из 11 школ республики. 52 команды по 2 человека в каждой. Важнейшая задача фестиваля – объединить всех талантливых учеников, которые занимаются робототехникой и программированием, а также проявляют интерес к инженерным дисциплинам. Помогают ученикам их наставники, которые не только дадут полезный совет, но и морально поддержат. Это не просто соревновательная площадка, это целый праздник науки и техники, на котором собираются дети со всей республики, которые любят и увлекаются робототехникой, программированием. Большинство школьников принимают участие в фестивале не впервые и уже знают, что от них требуется. Но в этом году им пришлось столкнуться с задачами посложнее, чем раньше. На этот раз для победы необходимо более углубленное понимание программирования. Для решения задания нужно прописать верный алгоритм, чтобы робот выполнял указания. Важное правило – создавать алгоритм, который адаптируется под условия. Участнику для того, чтобы решить задание, нужно решить конструкторские задачи, то есть как захватить объект, как его отпустить, определить цвет, правильное положение робота в пространстве. И еще более сложно решить задачи, связанные с программированием. Как прописать такой алгоритм, чтобы робот выполнял задачи даже при условии, что поменялись какие-то условия, поменялись цвета, поменялся размер объекта. И вот в этом как раз сложность заданий, что не всегда участник знает, как именно должен робот действовать. Ему нельзя построить там определенный алгоритм. После напряженных соревнований началась не менее важная часть – работа жюри. Судьи тщательно оценивали усилия детей, начисляя баллы за правильные решения и, напротив, вычитая их за нарушения и ошибки. А символом кропотливого труда стали кубки, медали и дипломы, которые вручили победителям и призерам. Мария Макиева, Магомед Яндиев, Магаз 24.